Я сейчас вот эти стики разложу в труднодоступных местах. Пойдемте. Обычно здесь забывают фен под ручкой. Обычно здесь тоже не видят, могут забыть 2, 3. Таких стикеров в труднодоступных местах номера 12. Задача Ирины и Беллы – найти их. Они идут по комнате без спешки, заглядывают за панелями, смотрят под кровать, аккуратно отодвигают мебель. На деле показывая, чему научились на лекциях – последовательности и внимательности к деталям. Ирина и Белла радуются очередному найденному стикеру. Каждая находка вызывает улыбку, теплое подбадривание и ощущение маленькой победы, которая мотивирует работать еще внимательнее. Результаты лекций наглядно показаны на практике. Все стикеры найдены. Белла, я смотрю, вы нашли все стикеры? Я нашла, да, здесь, вот здесь, так, вот здесь, так, нашла вот здесь. Вот здесь, вот, 1, 2, 3, 4, даже 6 штук. Далее проверка на ресепшене. Дежурный администратор Лема Дулбая демонстрирует полученные и новые навыки. В роли гостя, которого нужно заселить в пансионат, выступает сама эксперт Ирина Бруман. Лема встретила гостя тепло и профессионально и объяснила правила пребывания. Добрый день. Добрый день. Можно будет ваш паспорт? Пожалуйста. Как ваше настроение? Ой, замечательно, у вас так красиво. Я так рада, что Спасибо. попала первый раз Да. в такой комплекс шикарный. Да. Спасибо. У нас очень много всего. Сейчас вам все подробно объясню. Пожалуйста, ваш паспорт. Результат показал, что теория успешно переходит в практику, а команда становится увереннее в работе с гостями. Проверку прошли и работники ресторана. Ребята подготовили шведскую линию для вечернего ужина, продумали рацион и сервировку. Эксперт изменила стандарты и сделала все неправильно. Задача команды – увидеть это и исправить. Ресторанный персонал быстро обнаружил отклонения от стандартов. Тарелочки стоят правильно, потому что у нас зеркальная сторона, и чтобы с одной и с другой стороны все было четенько. Таблички стоят прямо, молодцы. Тарелочки на 2 пальчика, у нас стандарт, все одинаково, померила. Ирина Бруман, эксперт в сфере гостеприимства, была приглашена в проект Академия гостеприимства Абхазии для работы с персоналом и обучения стандартам с самых основ. Пул экспертов Академии разработал специальную программу повышения и переподготовки квалификаций для рабочих профессий, горничных, официантов и администраторов служб приема и размещения. Команда сначала выступила как тайные гости, зафиксировала текущие практики и собрала материал, на основании которого стало ясно, где требуется целенаправленная работа. Я довольна результатом на самом деле, потому что трудно в силу менталитета, особенностей. Вот человек привык так работать, и его перебороть – это на самом деле большой труд. И если тем более нет желания, это совсем тяжело. Но ребята молодцы, стараются, есть желание, и плюс они очень гостеприимны по природе своей. Проект будет масштабироваться. Сейчас мы на базе пансионата Айтар. Это пилотный проект. Мы сейчас обточим все углы, узнаем, где что еще нужно, что можно еще внедрить. И тем самым он наберет такой по Абхазии. Будет большой классный проект, который будет способствовать сервису, развитию сервиса в Республике Абхазия. Директор пансионата Айтар Тимур Адлиба отметил, что проект очень важен и является ключевым для повышения качества сервиса. Я как директор, который на практике сталкиваюсь с такими вопросами, то есть обучение именно персонала линейного, горничные, официанты и так далее. Это самое важное, что сейчас есть в нашей отрасли. Это наше слабое такое место, которое мы сейчас должны все внимание уделить именно таким профессиям. Мы уже месяц где-то, как Академия заработала наша, уже какие-то результаты мы уже видим. Это лишь начало. Вложенные в команду знания обязательно оправдаются. Как следствие повышения уровня обслуживания. Гости заметят изменения и вернутся с теплыми отзывами. Шазина Ханагуа, Рамукамке, Абхазское телевидение.